А между тем, каждый год 24 марта мы отмечаем Всемирный день борьбы с туберкулезом, призванный повысить осведомленность общественности о губительных последствиях туберкулеза для здоровья. В связи с этим в нашей республике стартует месячник борьбы с туберкулезом в рамках этого дня. И более подробно об этом событии нам сегодня расскажет Александр Кравченко, главный внештатный фтизиатр Минздрава нашей республики, директор научного практического центра фтизиатрии, доктор медицинских наук. Александр Федорович, доброе утро. Здравствуйте. Скажите, вот туберкулезная инфекция сопровождает человечество с момента его существования. Какие стратегии, тенденции сегодня определены в мире и в Российской Федерации по борьбе с этим заболеванием? А сегодня надо сказать, что наконец-то появился свет в конце тоннеля. Стратегия Всемирной организации здравоохранения определила ликвидацию туберкулеза во всем мире к 2035 году. Но учитывая успехи Российской Федерации за последние 16 лет на глобальной всемирной конференции под эгидой Организации Объединенных Наций президент страны Владимир Владимирович Путин определил, что туберкулез нужно в России ликвидировать к 2030 году, то есть на 5 лет вперед. Но надо сказать, что ликвидация будет не как оспы или полиомиелита, да, чтобы совсем не было, но это должны быть уже единичные случаи, а не как в целом эпидемии. А вот как наша республика готова к реализации стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза? И в связи с этим какие вот разрабатываются или обсуждаются, может быть, новые форматы организационных мероприятий? Есть такой момент, что все-таки здесь должны мы разрабатывать новые организационные формы. И в связи с этим мы единственные, может быть, во всей территории Российской Федерации заключили тройственный договор между системой исполнения наказания МВД и Министерством здравоохранения, где мы проводим эту комплексную работу. Более того, мы в прошлом году вышли на совершенно другой формат. Это мы с участковыми службами города Якутска объезжаем все трудные, скажем, места для лиц с трудной жизненной ситуацией. Это тоже один из новых форматов. Хочу отметить, что город Якутск с каждым годом все больше и больше наращивает эту работу. Недавно у нас состоялся очень хороший предметный разговор с окружной администрацией города Якутска во главе со Старостиной Натальей Петровной. И мы обсудили, что все-таки месячник нужно проводить не в один месяц, а все-таки эту работу надо сделать так, чтобы эта работа шла в течение года. Да, это очень важный момент. Ну и последнее хотелось бы мне отметить. С приходом Гурьева Сарданы Михайловны по уполномоченным по правам человека эта работа у нас возобновилась. Она консолидирует и гражданское общество, и правовые органы. И у нас уже было два таких хороших обсуждения этого вопроса. И думаю, что при подключении гражданского общества, я думаю, это один из таких главных форматов, где бы люди сами контролировали, помогали пациентам с туберкулезом, и эта работа была поднята на новый уровень. А какую конкретно помощь вы ведете для населения? Что вы делаете, кроме того, что выезжаете в отдаленные вузы? Понятно, что месячник туберкулеза – это все-таки больше просветительская работа. И кроме того, что мы выезжаем в районы, мы выезжаем в медицинские организации, надо сказать, что вот уже в течение многих лет мы приучиваем и уделяем внимание школьникам. Вот 33-я школа имени Киршингольца под руководством Черных Натальи Петровны, она с каждым годом расширяет участие наших школьников. У нас проводит уже межшкольные конференции. И в этом году она уже пройдет под эгидой не только НПЦ фтизиатрии и школы, да, она пройдет под эгидой образования, здравоохранения. Это тоже один из таких вот факторов. Мы хотим уже, чтобы оповещатели были у нас на городских автобусах. Мы хотим, чтобы рециркуляторы стояли не только в местах публичного посещения, да, торговые центры и так далее. Мы уже сделали предложение, чтобы они были в автобусах. Надо понимать, что это же не только будет обеззараживание воздуха в отношении туберкулеза, это касается всех воздушно-капельных инфекций, такие как грипп, который у нас проходит, ОРВИ и так далее. У нас есть очень много интересных проектов в этом плане. А какие вот основные проблемы вы можете выявить, которые нужно решить в первую очередь? Да, у нас есть две группы проблем. Это по медицинской части, в части профилактического осмотра. Все-таки
учитывая, что у нас в России один из самых высоких показателей профосмотров, это 86%, все-таки 14% остаются у нас недообследованными. Это один момент. И второй момент, все-таки больше уделять вот по медицинской части все-таки группам риска. Есть такая группа риска. Вот в связи с этим мы издали инструкцию, где было очень много раскидано приказов по разным, скажем, полномочиям. Для врачей отдельно, сестер, для служб отдельно было. Мы это все аккумулировали в один и издали такую вот инструкцию. И вторая проблема, все-таки это пациенты, которые умышленно уклоняются от лечения. Вот в связи с этим мы уже начинаем говорить о каких-то принятии нормативно-правовых актов. Что ж, огромное спасибо, Александр Федорович, за интересную, полезную информацию. Желаю вам здоровья, здоровья всем нашим телезрителям. Не болейте.